П'ють звани, Отцям співають, всім народам обвящають, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом твоим. П'ятий тиждень Великодний. Сьогодні Ісус Христос скаже, як маємо поступати з нашим життям, як дійти до святості. А може він сам нам допоможе, поводле Євангелії. Святу імшу справую за Людмилу у день народження, просячи об здоров'ї, потребних ласкав Божих и опеки Наисвятейшей Панны Марии. И просим за наши грехи, как мы могли годно сложить в эту Наисвятейшую охвяру. Spowiadajcie Bogu Всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшными думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинах Богу. А на землицу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Єсу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Езу Христе, с Духом Святым, ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, неспынно возмацняй у нас деяния пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты отрадил в святым Христе, с допомогой Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радость життя вечного. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей благодарен едности Духа Святого, Бог бразусе веки вечные. Аминь. Перше читання. Читання книги Діїв апостолів. У те дні, коли Саул прийшов у Єрусалим, і он спробував доучиться научно, але всі боялися його і не вірили, що він учить. Тоді Барнаба взяв його і привел до апостолів, і розказав їм, як по дорозі він побачив Пана, і що Пан казав йому, і як по ласку відважно проповідував у ім'я Ісуса.
Як разом з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалим і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарню і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у бойзе перад Панам, і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Виконую обіцяння перед тими, хто боїться Його. Няхай споживають бідні і насичаються. Няхай хвалять Бога тие, хто Його шукає. Няхай в серці їхнє живуть навіки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Успомнять и навернуться до Пану все межи земли, и поклонятся перед Тобою все племены язычников. Только Ему будут поклоняться всех, кто спит в земли. Перед обличьем упадут все, кто вертается в пыль, але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему, наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестять Его справедливость народу, який народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читання першого послання святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом тимовою, але учинком и правдою. И по гэтым познаем, что мы от правды, и с упокоем перед им нашее сердце. Бо коли сердце наше осуджає нас, то Бог больше за сердце наше и ведая усё. Умилованные, коли сердце наше не осуджає нас, то мы маем отвагу перед Богом. Об чим не попросим, отрымаем от Его, бо заховываем заповеди Ягоны и робим тое, что Ему подобается. А заповедь Его такая, как мы верили у имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили один одного, як Он загадал нам. И кто заховывает заповеди Ягоны, той живе у Богу, а Бог у им. И по Духу, якого дал нам, мы доведываемся, что Он живе у нас. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Заставайтесь во мне, а я у вас, скажем Пан. Кто застається во мне, той
z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana. Chwała Ci, Panie. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, ён одрезая, и кожную, якая дае плод, ён очищая, каб давала еще больше плодов. Вы уже чистые, дякуючи слову, якое я сказал вам. Заставайтесь во мне, а я у вас. Як калинка не может принести плоду сама себе, коли не застанется у виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы калины. Кто застається во мне, а я у им, той приносит богатый плод, бо без меня ничего не можете зробить. Кто не застається во мне, буде выкинутый вон, як галина, и засохне. И збирають их, и кидають в огонь, и она сгорает. Коли будете во мне, и словы мои у вас будут, просите, чего захочете, и станется вам. Гэтым уславится Отец мой, коли вы принесете богатый плод и станете моими учнями». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Рональд Рейган «Духовная биография». Такая книжка есть. Не верю, уже знаете, кто такой Рональд Рейган. Это был президент Америки, USA. Автор постановил написать биографию этого человека, а может не биографию, как он переодолевал и боролся с коммунизмом. И постановил, что один раздел в этой книге посвятить духовности, религийному життю великого президента. И когда распочал так собирать материалы, насобиралось их столько, что выдал книжку новую, якую назвал Рональд Рейган «Духовная биография». Браты и сестры, для чего это все говорю? Сегодня мы прочитали в Евангелии, что Пан Иисус говорит: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, ён одрезая, и кожную, якая дае плод, ён очищая, каб давала еще больше плодов. Вы уже чистые, дякуючи слову моему». Чему это я прочитал? Потому что целое життя Рональда Рейгана – это сегодняшняя Евангелие. Зараз я поравнаю. Рональд Рейган, когда жил в великом кризисе Америки, в великом с великой литеры, и когда имел 22 года, закончил уже университет, пошел шукать себе працу якусь. Тяжко было найти працу. Шмат часу потратил, несколько месяцев ему ничего не удавалось. И полного моменту почул, что у Диксон открывают новый магазин Монтерпорт. И нашел себе такую працу, что будет там продавать, будет менеджером, будет продавать спортовые речи. Чему спортовые? И вот это вельми моцно любил, был добрым спортовцем, гулял вельми добрую футболку звездочкою на университете, был одним из наилепших. Вельми добро плавал, был так само спасателем. Ему эта праца подавалась.
На этой праце за тыдзень яму выплацілі $12,5. Вялікія грошы на тыя часы. І калі ён так забраўся, паехаў, каб на эту працу уже устроіцца, ужо дамовіўся, калі прыехаў, даведаўся, што на эту працу взялі ўжо другого хлопца. Вярнуўся да хаты у роспачы, расказаў усё гэта сваёй маме, Нель Реган, і яна яму сказала на пацеху такія словы. Дазвольце, што я іх прачытаю. Не турбуйся, бо гэта ўсё ёсць вялікай часцю Божага плану. Даже наиболее тое, што у вас знехачае да жыцця, да працы, да жыцця з'яўляецца Божым планам. Не бойся, але даверыся Богу. Возьми сваё жыццё ў кулак, у рукі і пробуй, ідзі далей. Ягона мама гэтыя словы аперла на Святым Пісанні, бо яна вельмі добра яго знала. Гэтую веру перадала свайму сыну. І што вы думаеце? Выдавалася бы, вось чалавек меў натхнення, вось чалавек уже быў на працы амаль, і я не мам. Павінен упасці ў роспач. Але што дзеецца, робіцца далей. Некалькі тыдняў пазней у ягонай радзінным горадзе, дзе ён жыве, адкрываюць радыё, і яго бяруць на каментатара спорту. Пасколькі ён на спорце знаўся вельмі добра, ён з'яўляецца добрым каментатарам. Грошы, якія ён зарабляе, это не $12,5 за нядзелю, а $75 за нядзелю. Ад гэтага месца яго таксама слухае шмат людзей, яму прапануюць, каб ён на пачатак выступаў у тэатры, затым ён іграе у кінах, у фільмах выступае, затым ён ідзе ў палітыку і ад палітыкі ідзе ў Белы дом, бо выбіраюць яго на прэзідэнта УСА. Што ён быў за прэзідэнт? Ён разам з Яном Павлом II, вялікім папай, перабаролі ў свеце камунізм. Шмат каму гэта што не падавалася, але так гэта ўсё збылося. Браты і сёстры, для чаго я гавару? Сёння мы прачыталі у Евангеліі, што мы з'яўляемся галінкамі. Иисус Христос является лозой виноградной. И когда образуете галинки, как вы думаете, чи рослинка умела разбавлять, а не выключать, чи она бы молчала? Я думаю, что ей бы так само болела. Ей бы так само болела, когда ее образуют. И она бы могла бы сказать и кричала бы. Але для чего образуются галинки? Для того, как древние, когда есть, у древних, когда видите, что мая виноградную лозу, у древних есть там таких сухих, альбо мокрых, плесень, разные бактерии, разная зараза, которую, если мы не обрежем эту галинку, то можно дойти до корню этой заразы, и целое древо будет знищено. Так само и сбылося у житті Регана Рональда, тому что, как его приняли на працу за $12,5, я думаю, что он был бы добрым менеджером в этом магазине, в этой краме. Але, поглядите, який план Божий был. Как он пошел кудись выжить, как еще здобыл то, для чего был покликан. И так есть у нашем житті, браты и сестры, что мы так само вельми часто нарекаем на Пана Бога, что мы робим свои планы, а Бог нам робит свои планы. Я думаю, что мы должны быть удячными Пану Богу
за тое, што ён дае нам час на навяртанне. Што адбываецца далей? Калі у годзе 1988 прэзідэнт Станаў ляцеў у самалёце, то штосьці на пальцах адлічваў. Ляцеў з ім яго сын. І гэта ўбачыў. І запытаў: «Тата, што ты робіш?» А тата сказаў: «Я адлічваю, калі ўжо пайду ў касцёл». «Тата, а чаму ты не ходзіш у касцёл?» «Таму што, сынок, на мяне ўжо было адзін тэракт. Калі я пашоў у касцёл, і гэты тэракт быў у касцеле, бо касцёлы слаба забяспечаныя, слаба ахраняюцца, то пастрадалі бы невінныя людзі. І таму я адлічваю, калі ўжо за 9 месяцаў закончыцца ўсё тое, што трывае, гэта барацьба з камунізмам, і тады я пайду у касцёл». Дакладна, ягоныя словы прагучалі так. А калі гэта ўжо закончыцца у студзені за 9 месяцаў, я пайду на нядзельную святую імшу, каб сустрэцца з маім панам, который на мяне чакае і да якога я дачакацца не магу. Браты і сёстры, Ісус Христос ачышчае. Навошта? Каб мы прыносілі плод, авоц яшчэ лепшы, яшчэ смачнейшы, больш сачысты. Чи чалавек, который не ходзіць, не верыць у Пана Бога, прабачце, калі ласка, чи можа прыносіць плады? Таксама нам прыносіць плады. Але якія гэтыя плады? Параўнаю гэта да чагосьці такога, што у Польшчы ёсць такая частка Польшчы пясчаны, ёсць там такі шлях прыгожы, які можна дайсці да месца, дзе бярэ пачатак Сан, вялікая рэчка таксама, якая плыве на тэрыторыі Польшчы. Яна бярэ пачатак дакладна на граніцы Польшчы і Украіны. Туда людзі ходзяць, каб ступіць ногою в гэты прыток, які лічыцца граніцаю Польшчы і Украіны. І калі ідзецца гэтым шляхам, то па дарозе можна сустрэць вёску, вельмі вялікую калісьці была. Таксама было там шмат выпачынковых этих курортаў. А з гэтай вёскі сёння ўжо нічога не асталося. Асталося толькі адно, што гаворыць аб гэтай вёсцы. Астаўся памятнік гравіны, а таксама асталіся тамка дзярэвы, которые прыносяць плод. Это дзічкі. Браты і сёстры, Ісус Христос хоча, каб мы закараніліся, каб мы выпусцілі корні. Я специально принес эту галинку, как вам показать. Хотел найти фикуса, але фикуса не нашел. На фикусе налепили изложить, что как его размножить, то треба отрезать галинку с фикуса, оставить сверху только 2 листики, а все остальные листики пообрезать и поставить в воду, как ты там, где обрезаны листики, столько было воды. Чему? Вот с этих мест, где обрезанные листы, выйдут корни, якія закореняться у земле и дадут дереву жыццё сапраўднае. Так вось, браты и сестры, Пан Бог у нас так образая, как мы закоронились у Иисусе Христе, как мы принесли добрые плоды, как мы могли расти, как сапраўднае древо, которое хоча дать якийсь відповідний добрий плод. Але, хочу сказать так, что мы часами с этой любовью один до одного можем переборщить. В який это способ? Можем переборщить. О, там, приклад, на наших квітках прихожих, бачите, как стоять там, побач с Марией, такие красненькие, зелеными листками, 2. Они колись стояли тут, а они теперь стоят там. А так забыл я, и они там не стоять. Мы их взяли в реанимацию. Бо в нас у парафії все так люблять квітки.
Вообще так вельми моцно их кахаюць, што каждый, хто прыходзіў да гэтых кветак, падліваў іх, не пытаў іх, чи хваціць, чи яшчэ мала, іх яшчэ раз падліваў, так, што там паўстала прыгожая такая беленькая плесень. И она пошла на листики, так само, где поменяла колеры. Браты и сестры, это так само может быть с нашей любовью до другого человека. Бог нас любит не в такие способы, как нас залить, как мы залили, а подливаем тады, когда нам эта вода потребна, как дать нам житё, как мы могли пуститься в равный огонь. Помимо этого, что нам сдается, что мы еще там трошки этой водички зовем Россию. А затем такая великая просьба будет моя до вас: не поливайте клетки у гостей. И как это роблять люди, которые для этого предназначенные, бо иначе шкода клеток таких пригожих. Але маем надею, что они так само воскреснут. Да еще не переживаем свято у наших братов православных з мертвых повстання. Маем надею, что клетки так само повстанут з мертвых до нового життя. Повстанем и отговорим нашу знание веры в единого Бога, Отца всего. Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сидит справа Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в единый святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Та Бога, який поєднав нас з собою у своїм милованим Сині Єсусі Христі, внесем вдячностью супольные молитвы. Молимся за святый костел, Христовое тело, как все его вызнавцы имкнулись до святости. Тебе просим. Молимся за бискупов нашей краины, как их душпастерская инициатива служила на користь усему народу. Тебе просим. Молимся за людей, яких докарає сумлення, как яны знайшли спокой в сакраменте поєднання и покуты. Тебе просим. Молимся за Людмилу з нагоди Дня народзення, упросячи Божого благословлення потребних лас, опеки Найсвятейшей Панны Марии. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, как удел у святой имши поглыблял нашу едность с Богом и людьми. Тебе просим. Боже, Ты праз смерти из мертвых повстания Своего Сына заключил заповедь человечества, выслухай нашей молитвы, и учеников наши ученики завсёды были згодные с вызнаванной верой. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Боже, Бог нас прижал яру, и свет грешный звали, Бог нас прижал яру, и свет грешный звали, Адораmus Te Christe, benedicamus
Молитеся, как молю и вашу яву необорот, все могу. Нехай Пан Бог прийме обряд з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже, Ты простодобный, отмен здоровья, где бывает солгаты, як вяри, родишь нас удельниками Твоего сна. Ученикам мы, спознавши Твою правду, последовно кировались Йою в наших ученках, праз Христа Пана нашего. Аминь. Адам с вами. І з духом Твоїм. Укору серце. Узносим ім'я Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Бога і справедлива. Заправдиводна и справедлива, слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, за все Ты славили, а особливо в этот час больше урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был отверованы, як наша Пасха, боjąca правдное Ягнё, и Он узял грехи свету и Своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життя раз свое, з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анелов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niesłynna ustrykający. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повные хвалы Твоей, воссоздавший сия, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана, воссоздавший сия. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму в єднасці з усім Касцёлам першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе усемагутнего. Асвяці гэтыя дары красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom każąc: «Bierzycie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твое Христа в хвале. Wspominający śmierć i zbiornych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno molim Ciebie, aby всех nas, przyjmujących ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno,
Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonal go w любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з этого світу, и дозволь ему бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які спратвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христе, Tabie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazosie jaki wieczny ja. Amen. Називаємося дітьми Божими і з'являємося. Тому повною вдячності звільнимося казати: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Panie, zwał nas od всего злого, дай ласкаво супокой у вины наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Зbawcy нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim: "Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам". Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Баранку Божий, явилась на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, явилась на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, явилась на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю огонь. Пане, я не воротый, как Ты большой древний, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Успевников номер 23. Во Твоей приходим верой, во Твоей приходим верой, ширим сердца
поводы веры, ширым сердцем поводы веры, что под видом скрытых хлеба, что под видом скрытых хлеба, Ты Бог правдивый с неба, Ты Бог правдивый с неба, милость Бога заяснела, милость Бога заяснела, я змянил хлеб свое тело, я змянил хлеб свое тело, нам покинул споживать, нам покинул споживать, как развея нас избавлять, как развея нас избавлять. Неснародный моцы Божия, неснародный моцы Божия, зразумець легко може, зразумець легко може. Ти для грешних справедливий, ти для грешних справедливий, і для добрих милостивий, і для добрих милостивий. Хоть анёлы в небе близко, хоть анёлы в небе близко, пред тобою павши низко, пред тобою павши низко, стяжно тваркой споглядают, стяжно тваркой споглядают, чим есть Бог, однак не знают, чим есть Бог, однак не знают. Над анёлом Бог спрадлеву, над анёлом Бог спрадлеву, так не дал я человеку, так не дал я человеку. Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и учеников Нем покинувши старую греховность, перешел до нового життя в цнотах. Раз Христа Пана нашего. Об'яви. 3 это мая, это понедельник, свято святого Филиппа и Якуба, апостола. Дорогие парафіяне, ми ще далі шукаємо дежурного, а поэтому звертаємося з великою просьбою до тих особів, які можуть і хотіли би дбати об нашій каплиці, как она далее могла быть отчинена. Особо охотных просим, то выстроиться, постоявший тут у кого-нибудь. С этой рации, что каплица зачинена, часами может быть у тягу дня. Раз у весь месяц, после святых имшев вечеровых, у 19:00 отправляются майовые набоженства. Захвочивают так само, как в своих домах, квартирах, учениях, больницах и Британии, до Наисвятейшей Панны Марии в интенциях новых святых покликаний, до службы святарской, законной висейной, а так само об нагордании для нашей батьковщины. Адорация Пану в Наисвятейшем сакраменте в интенции нашей родимой будет отбываться наступным чином. Autorek
а до ўторка па пятніцу з 14 до 21, у суботу, в неділю і ў панядзелак з 14 до 19. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, дзень малітваў для святого архангела Михала, четверг, дзень малітваў аб новых пакліканнях да службы святарскай і законнай, і пятніца, дзень малітваў да Найсвятейшага Сэрца. Яшчэ одна урачыстасць нас чакае завтра, гэта ўжо у Небаву, однако 3 мая у 19:00 наш ksiądz Александр будзе святкаваць свае імяніны. Усіх сюда запрашае, кожному завтра прийде. Але калі хто не можа прыйсці, то можна таксама падарунак зрабіць у гэты дзень удома, адмовіць один раз «Вітай, Марія» в інтэнцыі księdza Александра, бо свята таксама патрабуе вашай малітвы. Складаем найлепшыя пажаданні ўсім братам праваслаўным, нехай Езус Христос уваскрослы адорыць вас і вашыя сем'і і благословленнем, і супакоем, і радасцю, і здароўем. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы катахалічнай залы тым, хто дзежуры на гэтым тыдні. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Памолімся за księdza Александра, за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, даручаючы кожнага з вас паасобку апецы Маці Божай Ружанцовай тваёй абароне Артемі. Святая Богородица, у наших потребах не покорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Панна праведная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви єсть, і вас отдадим под опеку святого Архангела Михала, яким вас оберегал, как вы могли выбирать у житті только добрую дорогу, на якую Бог нас клича, образаючи нам наші якісь плани на життя, які ми самі собі зробили. Рональд Рейган колись сказав, коли його запитали репортери, що йому допомогло переворот, як він учинив, що переворот комунізм. Он говорит, кстати, нет, это всей команде, яка була сама. А в першій черзі нам допомогла нам опасність Божия, Божия опека. Нехай святий Архангел Михайло допомагає нам вибирати Божию опеку. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастора злого духа. Помог нам просим, яка якось знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душною спасіться. Аминь. Будь завсёды похваленный, всегданий прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Пане Єсу Христе, приходим к этого Духа Мая, на божестве. Моё бы просить Тебя в наших интенциях, в нашу причину, в нас самих, об многих святых покликаниях. Боже, Ты добро ведаешь, кому что
потрібна. Так само пам'ятаємо в своїх молитвах про наших братів у вірі православних, щоб вони так само святкували своє свято набожно. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synia Kubiciel światło Boże, zlitujся nad nami. Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, Syny Boże, zlitujся nad nami. Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, молися за нас. Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, молися за нас. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, молися за нас. Maci пречистая, Maci беззаконная, молися за нас. Maci непорочная, Maci невинная, молися за нас. Maci najmilsza, Maci najcudowniejsza, молися за нас. Maci dobrej rady, Maci Zbawiciela, молися за нас. Maci Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, молися за нас. Panna Chwalibona, Panna прославленная, молися за нас. Panna могутная, Panna ласковая, молися за нас. Panna верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня праведная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Вежа мира, вежа скорости славной, молися за нас. За ладьей, как жертва победу, молися за нас. Бравая крестная, зорка горящая, молися за нас. Оздоровление крови, прикула грешный, молися за нас. Судящаница заслужили у самого христиана,
молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева вероизналцев, молися за нас. Королева папов, королева всех святых, молися за нас. Королева мертвых убежденного зачатая, королева умиротворенная, молися за нас. Королева мужа святого, королева семья, молися за нас. Королева супокою, королева революции, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Осталися ми мудрыми описанию Христовым. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревалым здоровья души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей Завсёды Анны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Аминь. Твое явору отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас Господи, Панна военная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас задай. Таямницу сакрамента Господи наши Тебе, просить здоровье права, Божа новый заповеди, что нам разум не тумачит, святой веры приноси. Богу вечному Тройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного Жития, Духу, что от них походит, Отцу вечного света. Аминь. Молимся. Пане, Боже, прасмославную таємницю Христа Ти откупив всіх людей, заховай нас праву Твоєї милосердности, как мы неспынно згадуючи таємницю нашего збавлення, удостоили Тя тривати плен, раз Христа Пана нашего. Аминь.
любов.